Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Благами свежего воздуха, там, где можем вести дискуссию, или, как сказать, лучше, где можно держать связь с нашим инстаграм-каналом. Птеродактили тут летают. Башлам, есть однозначное мнение, откуда село Ичкерия и что значит. Село Ичкерия я не слышал, местность Ичкерия есть, однозначного нету, сразу тебе говорю. Я больше склонен доверять чеченским этнографам в данном вопросе, в данном контексте, что эта местность называлась непосредственно Искерк, первое место. Некоторые говорят, что это от речки, что была некогда или речка, которая называется. Но я верю в то, что как имеется в виду, более подходящий к этой местности этноним появился после того, как начали обратно на плоскостные земли спускаться из Нашхи первые 9 тайпов, и они осели в этой местности Искерк, и оттуда пошло название. В дальнейшем тюркоязычные и пришлые Сюли и остальные начали именовать эту местность по-своему, так как они слышат и понимают это место. Ичкерия, то есть исказили слово Искерк. Вот есть однозначное мнение по этому поводу такое. А то, что это перевод слова, тюркского слова или какого-то сюли слова, оно не подходит по самому смыслу. То есть проход там с тыловой или задней части и так далее. Тогда этот проход должен был быть непосредственно с южной стороны. Вот. А мы знаем, что Ичкерия находится в восточной части нашей Родины, юго-восточной. Никто не говорит Ичкерия, уже давно не говорит Нохчо Искерк. Не с дуи. Там, но опять же, никто давно эту местность так не называется. Она давно называется, уже после 19 века эта местность называется Нахчмахкоевский. Нахчмахкой, аж полмахк олчунах. Вот, она давно называется уже с 19, уже без малого, наверное, почти что 200 лет она называется. Ичкерия ее называют только вот в некоторых историческом контексте. Ранее называли, сейчас уже не называют. Уже давно не называют. Поэтому каждый, конечно, может по-своему, но это вот или от речки, или от тюркского языка, или из чего всего мы, если начинаем говорить, более правдоподобным, более правильным будет ассаламу алейкум, вежери, ва алейкум ассалам. Чем вам Ичкерия не нравится? Причем тут нравится, не нравится. Здесь мы не любишь, не любишь. Здесь нету такого нравится, не нравится. Мы говорим об этнониме Ичкерия. Брат, я только подписался на тебя, откуда ты родом. Ты в Европе живешь? Походу, да, нет. Ва алейкум ассалам, Факензи. Огромная благодарность, что ты подписался на свой родной Нохчи исторический паблик. Я благодарен. Надеюсь, ты и останешься, не разочаруешься, останешься в нашем блоге. Я нахожусь в данный момент Сюальжгал Нохчичу. Соцау, Соваймахкау, Ой Кёрт Шахрау, Кёрт Галау, Ой Махка Нохчичу. Ака Ой Европе Адац, Ой Нохчичу Адух. Очень глупо задавать вопросы, нравится, не нравится название. Но это то же самое, что нравится там Нахчичуэ или Чеченская республика, Нахчичуэ или Чечения, или Чечня, или Чеченская республика.
надо выбирать. Человек, возможно, харс абаз, человек просто интересуется. Зачем сразу там нравится, не нравится, использовать, не использовать. Это слово уже давно не используется к этой области. Поэтому не разочаруюсь, брат, с удовольствием смотрю твои видеоролики. Очень полезно у тебя видео, брат. Факензи Аллах рейз хейл дал сейдуэль дал духуахуэ. Вот. Надеюсь, конечно. Я еще раз всем, кто пришел, кто новый, кто старый, хочу вас попросить, и всегда говорю вам об одном. На этот паблик, когда подписываются, когда смотрят этот паблик, я прошу в первую очередь обращать внимание на историю нашего народа. Не ко мне как к личности, или к моей прошлой жизни, или к настоящей жизни. Я никогда не прошу вот этого внимания. Я прошу вас только смотрите непосредственно важные для нас и исторические, и культурные, этнографические, я не знаю, географические моменты, касаемые нашей истории. Истории Нохчи народа, с кем у них какие были взаимосвязи, с кем они дружили, с кем они враждовали, кто их подставлял, кого они подставляли, какие претензии, какие вопросы вообще есть в 21 веке у прогрессивной молодежи или более настроенной, патриотичной молодежи, которым интересна еще своя история, кроме как всего остального и длинного рубля, который все ищут в этом мире. Поэтому я надеюсь, вы поймете это, и у меня просто-напросто, я неспроста это говорю, некоторые люди начинают немножко насаждать и говорить какому политическому, религиозному. Не надо ко мне обращаться к какому политическому течению я отношусь. Это не политический паблик. Не надо ко мне говорить религиозные темы. Я не являюсь сотрудником муфтията или духовного управления. Обращайтесь туда, эти вопросы. Все, что касается истории, географии, если это в этом контексте, я вам отвечу все как есть. Берите шодуса история, амош, усо. Это факензи. Ну, это хорошо, если учишь историю. Это очень радует. Но, как говорится, у нас еще пока еще где-то в пределах 800 видео приблизительно. И где-то 1000 публикаций, имеется в виду карты, публикации касаемо нашей истории. Это все, что есть, и я не успеваю опубликовывать. То есть настолько у нас еще загруженный материал. То есть наша история на самом деле очень красивая, великолепная. Я уже не говорю о разоблачающем материале, которого просто-напросто столько, что я не успеваю даже его полностью отформатировать. То есть некоторые вопросы, которые я сразу убираю, это касающиеся, как-то может касаться межнациональной розни. То есть если люди начнут читать эти исторические моменты, у них возникнет реально ненависть к определенным обществам и так далее и тому подобное. Такие материалы я пытаюсь как-то даже из истории не публиковать. Несмотря на все это. Хотя меня за это и осуждают, и говорят, почему ты должен все подряд публиковать, но есть какие-то моменты политкорректности, которые я пытаюсь не делать. О, брат Айса, Омар, вежри, мудушу саламаша, душик масерга. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Так что конечно, мы можем все публиковать, но боюсь, что однозначные публикации могут привести некоторых людей, как вам сказать, психически неуравновешенным действием. Поэтому мы как-то будем пытаться более публиковать касаемо истории. Вот, в основном
таком контексте, как и делается. И да, у нас где-то приблизительно, по картам я скажу, у меня где-то, ну, может быть, 300 где-то так приблизительно карт, которые есть для публикации, материалы для опровержения, фальшивые карты, которые мне прислали, которых я могу хоть каждый день. Публикации там и не обязательно там, или там Восток, или Запад, они везде есть. Поэтому просто еще в этот момент есть какие-то свежие новости, бывают наши спортсмены, представители нашего народа, которые проживают в Европе, достигают каких-то, я не знаю, даже в политике где-то, если они достигают каких-то высот, мы всегда публикуем, мы радуемся. Будь это представитель Нохчи народа из Панкиси, будь это представитель Нохчи народа из Ауха, будь это представитель Нохчи народа с Европы, Казахстана, разницы нету. Мы не делим левые, правые, там какие-либо Нохчи. Для нас все Нохчи являются одним единым народом. И главная цель нашего паблика исторического, чтобы было единство у нашего народа, чтобы никто нас не делил. Вот. И максимально пытаемся принести пользу, а не вред, конечно же, нашему народу. Башлам, по какому принципу или вообще как и зачем Ауховский район был включен в состав Дагестана, кому это было надо? Ну, надо было это в первую очередь Дагестану. В 1921 году якобы по согласию самих представителей Ауховского района были включены в Дагестанскую ССР. Ауховский район никогда не входил до этого в Дагестан. И представители Ауховского района проживали еще большим. Сейчас их там 200 тысяч. До этого, до депортации, он назывался Ауховский район. Проживали там ауховцы, которые являются неотъемлемой частью Нохчи народа. Жили они на своих землях. Сегодня некоторые чеченофобы или нохчефобы желательно пытаются изменить концепцию, историческую концепцию, указывая, что они были прогнаны со своих земель чеченских, что они были там, их позвали, что их притесняли в религиозном плане, что они переселились туда. То есть присваиваются им разные там проблемы, якобы, что их приняли на этой земле, а эта земля до этого была их. Нету ни одного доказательства того, кроме документов, которые составляют сегодня те же самые фобы, кроме того, что они представляют, нету никаких доказательств того, что там проживали ранее представители Сюлей или представители Гунки, то есть там какие-то старые города, которым там 1000 лет или 800 лет или там 500 лет, нету никакого доказательства. Но и многие европейские ученые в того времени говорят о том, что ауховцы заселились на эти земли приблизительно с первого века. Есть некоторые документы, которые указывают, что они появились там. Почему мы их называем ауховцами, хоть они и являются частью нашего народа? Все те, кто бывает у нас в эфирах, прекрасно знают. Мы по местности ауховцы, акоки, называйте как хотите, акинцы. Некоторые хотят раздробить наш народ и называют их специально отдельным, якобы в кавычках, народом акинцы, для того, чтобы не считать их чеченцами и так далее, чтобы разделяя властвуй, короче. Вот так в 1921 году считается, что добровольно они вошли, хотя многие старейшины, которых, увы, к сожалению, уже нету живых, и в дальнейшем я постараюсь публиковать документы, у нас есть очень хорошие документы, где чеченцы на протяжении почти всего советского периода писали письма и говорили, что их незаконно присоединили к республике Дагестан, чтобы Ауховский район был восстановлен и присоединен обратно сформировавшей уже в то время
Чечено-Ингушетии, потому что этнический состав были в основном чеченцы. Чеченцы-акинцы их называли в то время. Хотя это, конечно же, неправильно. Из тех людей, которые сегодня приблизительно в этом районе официально говорится о 90 тысяч чеченцев, официально, принижая это количество. А все сами проживающие там жители, ауховцы, по всем данным, на территории Ауховского, Хасавюртовского района проживает приблизительно до 200 тысяч представителей ногчи народа, ауховцев, чеченцев. Так вот, многие села основаны ими, об этом есть уйма доказательств. И, короче, с этим никаких проблем как бы нету. Вот. Сегодня речь не идет о том, чтобы там отторгнуть. Нет, сегодня не идет. Сегодня, поскольку был принят закон о реабилитации, речь идет о том, чтобы ауховцам восстановили упраздненный район Ауховский, включая туда два селения, Ленин-аул или Калинин-аул. Короче, эти два селения вместе с ними, чтобы восстановили в составе даже Республики Дагестан. Даже в этом случае их не восстанавливают. Есть определенные люди, которые чего-то боятся, хотя я не знаю чего. Ауховцы себя считают сегодня, как бы, они просят о самом главном и важном, чтобы закон о реабилитации был исполнен. Так вот, как-то если кратко пробежать. А об остальном вы узнаете по документам, которые мы, иншаллах, со временем опубликуем. Не всегда все получается, но я пытаюсь все сделать как-то максимально. Ну, вы знаете, не все получается. Если что, ошибки допускать нельзя. Башлам сразу выкидывает. Башлам, по какому принципу это я ответил? По принципу, чем больше, тем лучше. Баба-Юрт, Новолакские, это чеченские. Проживали там чеченцы. Чеченские, были ли они, всех сказать не могу. Башлам, было бы правильно писать выселение. Я знаю, выселение, депортация, это обычно терминологию, которую используют в этом плане. Я понимаю и принимаю. Можно, да, правильно будет выселение, чем депортация. Башлам, ауховцы, это ведь неологизм. Мацдуин олшту царах ауховцы. Неологизм это акинцы, а ауховцы это более старое название. Но если ты берешь прямо уж самые-самые старые, нужно их называть там акоками и так далее. Что можно говорить против Осетии, если братья по вере, дагестанцы, даже не желали вернуть чужие земли, которые на том свете станет комком им в горле? Ну, я не знаю, что будет на том свете, но то, что это с точки зрения религии неправильно, говорят многие алимы. Хоть сейчас сидели среди них, хотели написать, видать, них не только тейпы, относящие к Тухуму Ахы. Среди них, я это забыл сказать, сегодня в Ауховском районе находится приблизительно 45 или 49 тейпов. Из них только плюс-минус 9-10 относятся к акинскому, акинцам, а остальные относятся почти что и к шароевским, и к чеберлоевским, и в основном большинство нохшмахоевским тейпам. Так что насчет касающейся ауховской тематики, я думаю, лучше со мной не спорить, потому что, как говорится, ни одну собаку съели на этом. Такая вот ситуация по ауху. Ну, по ауху это очень долгая тематика. Как говорится, мы периодически несем, работу ведем. Мы ведем, я имею в виду себя, по крайней мере, а то сейчас ведем в множественном числе, я не могу сказать. Я могу говорить только за свою работу, за других я отвечать не могу. К сожалению, сегодня настало все, становится все меньше и меньше, имеется в виду блогеров, поскольку как таковой поддержки нету, многие просто не удерживают и уходят. То есть с того времени, как они образовались, его как МОХК, он назывался Ауховским, правильно.
он назывался Ауховским. Просто сами эхо. Я не знаю, с кем ты говорила и какие эхо тебе что сказали. Я не могу сказать. Я тебе говорю исторический факт. Акинский Мохк он никогда не назывался. Что там проживают эхо, да, верно. Но правильное название тех проживающихся там тайпов это ауховцы. Да, считается, некоторые, особенно акинские представители истеблишмента, я не скажу, но историки, исследователи считают, что первыми переселенцами там были непосредственно акинцы. И поэтому якобы это так. Но надо называть. Но это неверно, недостоверно. Эхи среди первых, кто там живет, спора нет. Там проживали другие тайпы разные, вплоть до мелхистинцев. Мы знаем прекрасно, что в те времена, еще до 18 века, был выход между речи Терека и Сулака. В основном была чеченская низменность, которая уходила на Каспийское море. Вот сегодня это пытаются изменить, заменить, все что угодно придумать, но факт остается фактом. До появления там вообще и казаков терских, и Петра Первого там проживали непосредственно. Ауховцы это не только акинцы, но и другие тайпы. Абсолютно верно. Акинцы это тоже часть Нохчи народа, но название акинцам, хотя ошибочно, конечно, многие под этот термин называют все тайпы. Абсолютно. Но я не знаю, неправильно это с точки зрения самого названия. Ауховцы более правильные и исторически правильно, и вот как-то более верно. Аухуаймахк, ауховцы. Ауховский район он назывался. Ну да, можно и так сказать. Не знаю, Аббас, с кем ты общалась, и кому ты говорила, и кто тебе говорил, акинцы сами так не считают. Наверное, ты говорила с теми акинцами, которые 5 октября сделали сам себе флаг, похожий на курдский. Но Эхе – это часть Нохчи народа, единый народ с едиными тайпами, насколько я знаю. И я знаю побольше, чем ты, ауховцев, акинцев и всех. Они говорят, мы единый Нохчи народ. Вот. Считают ли, не считают. Если бы исторически этот район был зафиксирован, допустим, как Акинским районом, когда-либо, я бы называл его Акинским районом. Но он так не называется. Так что, Ибрahim, если есть вопросы в Ютубе, с Ютуба, можешь задавать их тоже. Так что как-то так. Сейчас, подождите. Uno momento. Momentos. Я постараюсь себе импровизированный какой-нибудь стул сообразить. А то... Ага. О, это другое дело. Чуть выше. Башлам, я заметил одно. Эти ауховцы отличаются от нас своей добротой. Мялдик, думаешь? Они не отличаются ничем. Они наши, мы ихние.
А то, что у них добрый нрав, так это хорошо. Это хорошо. Ты с кем это обсуждал? Ни в коем случае не отрицаю свое происхождение. И считают себя сначала чеченцами. Ну, как бы довожу до сведения, а там уже решать тебе. Благо, ночи у нас великолепные пока. Ибраим, есть у нас определенное количество там подписчиков в Ютубе набралось. Есть ли вопросы? Если есть, задавайте. Я понимаю, если здесь есть нарнийские утырки, можете тоже задавать вопросы. Никаких проблем нету. Я понимаю, вы любите здесь фиксировать, записывать, передавать, потом обсуждать. Не нужно столько паники и эмоций наводить. Задавайте вопросы, если они в рамках культурной дискуссии, мы обязательно ответим. Не нужно как шакалы работать, там, записывать, потом бежать, пытаться опровергнуть, пытаться, а вот они так говорят, а вот они суетиться, там, горшки красные, как там, генералы, полковники стратегического назначения. Мне они все по барабану. И то, что вы там обсуждаете, мне по барабану. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте прямо в эфире, что я думаю, я вам отвечу. Так, как трусливые обычные нарнийские утырки, вести себя это, конечно, хотя делайте, что хотите. Вас не изменит. Кто такие нарнийцы? Кавкасионе, ты походу впервые у меня в эфире, да? Я так понимаю. Это люди, которые врут, сочиняют, рассказывают сказки о нохче истории, о нохче народе, завидуют, проклинают за спиной. Вот это и есть бедные 15 человек. Во-первых, не 15 человек. Я понимаю, ты сейчас видишь в эфире, но ты, наверное, не знаешь, Амина. Тут такая проблема. Во время, пока официально Инстаграм не вернулся на все российское пространство, горит черный кубик, и они предупреждают и говорят о том, что сколько, даже если 60-70 человек, он это количество не показывает. Реальное количество бывает намного больше и показывает в конце каждого эфира у меня в статистике. Так что если показывают 15 или 20 человек, это в эфире 40-50 человек. Но ты не переживай, бедные они, не бедные, хорошие или нет. Я, конечно, как-нибудь по-доброму ко всем отношусь. Я же вижу, кто ко мне заходит. Я вижу вопросы, которые я зачитываю и которые не зачитываю. Так что в этой теме я прекрасно знаю, что я говорю, кому я говорю и как я говорю. А количество, не забывай, что пока идет трансляция в Инстаграм, у нас идет сразу же трансляция и в Ютубе идет параллельно, и в других социальных сетях. Ва алейкум ассалам, Ибрагимов 77. Я вопросы сюда направлю, оттуда вот ты не отвечаешь, не замечаешь. Так что, многие задавались вопросом, почему в Инстаграм, почему мы это проводили прямые эфиры у себя в Ютубе, проводили эфиры, и мы не останавливались, и проводили их в Телеграме. Работа идет. Да, конечно, амин. Если бы я не знал, кто ты и сколько тебе лет. Ассаламу алейкум башлам. Тикток чуаха цхасюли каналду нохчу шейн Даниэла Бошцар Юц Харцволяц Дизер Сихяхен Ил. Сюли канал, который говорят, что платили дань. Я уже, знаете, вот вы видели, не знаю, сколько у меня там, где-то почти что 10 тысяч, да,
постов, из них, кажется, раз 20-30 опровергал. Никогда никакому сюле не платили дань, никаким сюле. Этот момент они немного путают со временем, когда чеченский народ был очень сильно из-за войн сокращен, ушли в горы и потом начали потихоньку спускаться. Они, благодаря царской армии, царской России, заняли некоторые территории, которым они попросили, что будут, хотели быть на местах. Были одна часть таких, в кавычках, князей, а еще были те, которых чеченцы сами призвали, потому что, когда начали только чеченцы спускаться, начали делать набеги, усобицы, убийства, и чтобы пока не укрепиться, то есть а после того, как чеченский народ восстановился, больше давай. Это не секрет. Что касается дани, не дани, ну, эти вещи говорят обычно те прохиндяи, которые сами выросли под этим гнетом. Мы никогда, посмотрите, одни из самых сильных историков европейской, российской, которые были, они сами рассказывают, что никогда чеченцы никому не платили дань. Ну, сами логически задумайтесь над одной вещью. Если чеченцы платили каким-то местным князькам, соседним местным князькам дань, зачем было чеченцам с первого дня экспансии и завоевания Кавказа России было воевать против России? Они бы сразу согласились и сказали: все, мы будем в подданстве России. Логически ведь это так. Но чеченцы с первого дня вели сопротивление против царских военных. И не соглашались с той структурой, которая была навязана царской России в то время, когда начала происходить эта экспансия и завоевание Кавказа. Но некоторые соседи, которые сегодня так и грезят рассказать нам о дани, что мы платили, они всю жизнь свою платили дань и были под персидскими в основном или грузинскими правлением. И они платили дань, выходили из-под одного, становились под другими. У них это, я говорю, это тем, кто непосредственно это рассказывает про чеченцев, у них это в крови. И поскольку они знают, что у них было в истории, они хотят это навязать свободному, свободолюбимому, демократическому новчи народу, который всегда отличался тем, что он непокорный, воинственный, и никакой сюли, никакой рунки, никто либо вообще, без разницы, калмык он, кто бы он ни был, только с помощью непосредственно царской России они завладевали нашими территориями. Когда мы были самостоятельны, когда мы были сильны, если я имею в виду до нашествия Тамерлана, до других каких-то сильных там хазарского каганата, татаро-монгол или монголо-татар, или монголов, первый заход был монголы, потом были татаро-монголы, до них были хазарский каганат, и до них был арабский халифат, и каждое время, каждая почти что экспедиция, боевые действия проходили и у нас, и все-таки мы живем в центральной части. Поэтому человеку, который все время сам кому-то платил дань, у него понимание это как дань, то есть вы платили, то они упираются на этого дурачка, я не хочу даже назвать его, царского офицера, который был больше врагом для своего народа, хотел выслужиться перед царской Россией, который написал, что якобы часть чеченского народа платили там сюлинцам даль. Часть. Но вы можете посмотреть, проверить, и все можно. А что касается в ТикТок, ну ТикТок это такое место, где, как вам сказать, чепуха детская. Я туда принципиально, я сперва сделал, а потом убрал оттуда канал, потому что это какой-то детский сад. Поэтому всем сюлинцам, которые говорят, вы платили мне дань,
Пускай зайдут, посмотрят, кто кому платил дань. Да, как указывает Дубровин, если я не ошибаюсь, чеченцы платили дань, но эта дань была только тем людям, которые приходили из соседних Сюлю селений и попрошайничали, просили милостыню. Вот им они платили. Бисмиллях давали, если это можно считать данью. Других даней не было. Нанимали, как феодальных князей призывали соседям, им платили свою заработную плату, они не имели. Подумайте сами. Каждый говорит, я там до Ургуна правил. Покажите хоть один аварский город. Без разницы. Сюлинский, аварский останется. Сюли город или Гунки город. Кто там говорит, что мы дань платили. Или любой другой. Назовите хотя бы одну крепость, которую вы построили. И которую, если вы получали дань, у вас должны быть огромные вложения. Вы должны строить огромные, там, я не знаю, башни, дома, что-то построить. У вас должны быть могилы здесь 14, 15, 16 веков. Где это все? Где этого ничего нету? От своего бессилия они хватаются за высказывание Татоева, который ссылается на Лаудаева. И только ссылаются на Лаудаева. И говорят, чеченский историк Лаудаев. Лаудаев не историк, не ученый, не исследователь. Лаудаев был царским офицером. Самая большая ошибка, исходя из того, что этот человек был единственным, кто первым, который записал, там услышал, здесь услышал разговоры, его записали как первым якобы чеченским этнографом или историком. Но Лаудаев никогда в жизни не был дальше крепости Грозная. И даже в крепости Грозной под сомнением ставит. Он всю жизнь находился, учился в России, то жил где-то на границе, где Моздок и в этой области. Человек, который никогда не был в горах Шатоя, Ичкерии, ни Большой Чечни, ни Малой Чечни. Никогда, ни в одном селении. Не был ни в Германчуке и остальных не видено. Как этот человек может рассказать, что происходило на дальних рубежах восточной части? Не забывайте, это времена, когда с одного края Чечни до другого края Чечни на лошади из-за густых лесов можно было доехать 1 или 2 дня. Это не как сейчас, сел на машину, там, поставил на кнопку и дернул, или там рычаг повернул и дернул, поехал там Ауховский район. Восточная Чечня и Западная Чечня друг от друга были не так просто поехать или приехать. Поэтому нужно учитывать мнение того, что люди сегодня рассказывают по сегодняшним меркам. Мы знаем, что Натеричный район является северной частью нашей Родины. И знаем прекрасно, что Лаудаев никогда в жизни не посещал данную территорию и записывал только с точки зрения своих сказок и выдуманных, услышанных разговоров. С другой стороны, сами родственные потомки родственников этого же Лаудаева утверждают, что Лаудаев никогда такого не говорил о том, что нохчи платили, восточные нохчи платили дань Сюли. Да, определенное время Сюли были более сильны за счет того, что они раньше там присягнули или там, я не знаю. В документах говорится, что они просили о величайший падишах, то есть русскому царю, дай нам возможность править на этих землях. Ну, это любящий нас этот Д'Артаньян, который любит рассказывать, что якобы Чечен-Аул создан аварцами, что там, ну, это, конечно, дебилиз, документы об этом есть, вы можете посмотреть, так что за это я вообще не переживаю. Да, им платили не огромные деньги, там определенное количество в качестве зарплаты платили этим людям. Тут никаких разговоров, их нанимали. И то это определенный период, пока чеченский народ не стал сильным. Просто не поленитесь, зайдите на мой вот этот канал, пролистайте вверх, там про князей, кому платил, кто платил, как делал. Я это загружаю, я это публикую. Нохчий народ в основном был один из самых богатых, самодостаточных. Не было
таких природных материалов, которых не было бы у нашей Родины. Вплоть до и звездки, пороха, меди, бронзы, металла. Все это было у нас и в горах, и на плодородных. И после, уже когда срубили многие леса, появились огромные территории, особенно где проживали мирные чеченцы, огромные территории пассивных пастбищ. Правая сторона берега — это были места, где зимнюю, холодную, в горах выпадал снег, спускались скот вниз, там более мягкий климат, пасли там. Есть достаточно доказательств, что и до того, как пришли терские казаки, граница чеченцев, где они пасли свой скот, был и на левом стороне берега. С одной стороны мы граничили с кабардинцами, с другой стороны, с северной части, мы граничили с нагайцами, нагайскими степями, а с восточной стороны нохчи, те самые ауховцы, аоки, акоки, представители нохчи народа, у нас они проживали между речи Терека Сулака с выходом на Каспийское море. Кумыки же были за Сулаком. Потом они перешли Сулак. По-разному эту тематику отмечают, но мы по документам потихоньку будем. Я как-то продлил этот разговор. Башлам, как думаешь, аух вернут в состав Чечни, вроде лакцев потихоньку? Нет, разговора нету о том, чтобы вернуть аух в Чечню. Ауховцы хотят восстановить свой район. Я никогда не говорил и не буду говорить, это ауховцы единственные хотят восстановить свой район, свои села, чтобы вернули им свои мечети, свои кладбища, ни больше, ни меньше. Ваша, ты где? Я дома. Сижу за домом, где я непосредственно живу. Нахчмахко, Башлам, хоть немного хотя бы расскажи, пожалуйста, о тайпе Алрой, происхождении и тому подобное. Заранее благодарю. Про Алрой я написал, выжри, и здесь такая тематика. Алрой чисто исконно нохчий тайп, большой тайп, не маленький. Одно-два селения. Спустились, нашки считаются чуть ли не вторыми после Бенуай. Вот. Есть своя родовая башня в Ношхе, есть своя гора, свое селение. Тайп где-то в районе, если меня не подводит память, где-то от 50 до 70 тысяч человек. Исконно чисто Нохчмахковскому вару относится. Поэтому, насколько я знаю, что еще ты хотел бы рассказать? То, что они были участниками Кавказской войны, конечно же, были. Как могут быть один из больших тайпов не быть? Аларой, Шуануай, Бенуай — это активные участники Кавказской войны, без всякого исключения, потому что именно в этой области, в основном Зандхуай, проходили самые, я вам скажу, кровопролитные бои происходили на восточной части. Это область Ичкерии, как раз там и проживают Аларой. Про каждый тайп можно в основном это рассказать. Но вы понимаете, я про тейпы в основном пишу. Рассказывать про один тейп выглядит со стороны, как будто мне кто-то заплатил или кто-то специально, что я веду. И мне никто не заплатил. Все, что мне платят, это поддержка, то, что вы делаете, это отправляете донат, и вы сами прекрасно знаете, сколько кто отправляет донат. Поэтому я пытаюсь вот эту тейповую тему писать про них в основном. И даже в некоторых местах, вот такие есть, некоторые любят использовать материал, там, допустим, если про Алрой, алроевских героев, у меня нету. Для меня Алрой тейп — это чисто исконный нохчи тейп, без всяких там пришлостей и так далее и тому подобное. Проживающий у себя на родине, показавший себя как очень трудолюбивый тейп, по крайней мере, как сегодня просто у нас многие хотят сразу, если называешь тейп, что они были воинами и так далее и тому подобное. А есть тейпы, которые всегда показывают себя очень богобоязненными, трудолюбивыми людьми. Вот это я могу сказать об Алрой. Но это не обозначает, что у них там не было найбов или у них не было воинов. Конечно же, это не так. Ясак — это же налог, Башлам? Да, ясак — это налог. Сколько же шнарнийцев
Нарнийцев заскочила к нам, слухают и еще раз слухают. Так, что там дальше? Ну, больше вопросов нет, как я вижу. Вот. Тейповая тема — это очень сложная тема. Для меня это сложно. Почему? Потому что моя цель — это единство моего народа. Чтобы мы были единым целым. И возвышать кого-то, других принижать, у меня никогда такой цели не было. Большой тейп или маленький тейп, разницы нету. И нохши хильчани, и шемох бьешь хильчани, и шекам диш хильчани. Тем более он должен любить свою историю. И послушайте, еще хотел бы добавить один очень важный момент. Галч доч цак амдац. Нету такого народа, у которых не было бы изъянов, ошибок. Все было. Есть ошибки, есть хорошие, плохие представители того или иного типа. Но в рамках средств массовой информации, а сегодня блогеры и все остальные, если там больше 10 тысяч, кажется, они являются уже средством массовой информации. Они всегда должны понимать, все, что они не говорят тет-а-тет одному человеку. Они говорят это тысячам людям, потому что это остается в интернете. Хайдул галч нахал мадак, Аллах дала кайлдак бушдохикум. Хонахал дош вахин, ой бодек диц мадьези, ой ишт махали, ой ушт махали. Даже маленькие общества шейгарьяллю ледерло всю жизнь яллага пытались тихо, молча решать и закрывать эти вопросы. Сегодня пришли к такому времени, когда почему-то каким-то странным образом любят все афишировать и бьют дала уаху и яршорвай представитель шмабай хошармадей балах. Попытайся сам исправить. Худше всего, когда ты знаешь, что он представитель твоего народа, сам ничего не меняешь, ну как конченая последняя баба, базарная, сидишь и распространяешь всем, говоришь и кликаешь беду на свой народ. Ща куна хочу, ща стег хочу, ща борша хочу, ща калма хочу. Никогда в жизни ща омахляс, нахал декан, он дают сердец. Попытайся сам исправить. Если не сможешь, не указывая, не утрируя на весь народ. Скажи, есть такая проблематика, ее нужно решать. Ой, дукубуй, ой, кезгбуй, ой, хардуй. Зачем вы это делаете? Что у других народов пьющих людей нету, больных людей нету, психологически, душевно больных. Они есть у всех. Просто у каких-то народов хватает мозгов и нахал цадак, а кто-то получил свободный доступ к интернету, к этому проклятому, я не знаю, социальным сетям, и как дебил ходит с телефоном, снимает и свои слабые стороны своего народа распространяет. А потом его спроси, он такой, знаешь, такой, сатайпы, сафамили, саюрты. Тайп дац, юрт яц, фамилия яц, хак амдаца. Хак амдаца, хахума яцхо. Хобусубаваца, хакамдаца, ахкидаючил, гумша, это уже, это ничего, это ноль без палочки. Ты не можешь считаться этносом. Твое одно село ничего не исправит, когда про весь твой окружающий тебя, твой народ будет изгаденным именно таким, как ты, человек. Поэтому горе-блогеры и горе-историки, в кавычках, не пытайтесь, писатель он, я не знаю, кто бы он ни был, не пытайтесь очернить свой собственный народ. Не пытайтесь. 1000 людей, 1000 представителей, достойный представитель нашего народа отдали свои жизни, чтобы защитить честь нашего народа, своего народа. А вы сегодня пытаетесь своими кляузами, своими беспонтовыми видеороликами или своими пасквилями задеть, оскорбить и очернить весь нохчий народ. Является ли это правильным? Конечно же, не является.
Украшает ли это наш народ? Нет, не украшает. Это оскорбление, это унижение собственного народа, что не украшает никого. Тем более на Кавказе, где всегда какие-то слабые стороны человека, они не осмеивались. Они или кровью смывались, или их скрывали. Мы говорим «Акунхалла», «Нохчалла», но если ты этого не соблюдаешь, зачем ты эти громкие слова бросаешься? Что стоит твоя честь? Ничего не стоит. Если ты как балабол всем распространяешь и рассказываешь всякую нечисть о своем Нохче народе. Это не обозначает, что ты не можешь, не имеешь права говорить о своем чеченском народе. Нет, ни о своем, ни о чужом. Историю рассказывать – это какие-то определенные исторические события. Ну, или веди себя достойно, рассказывай об истории. Но, извини меня, кто за с кого вышел, кто с кем развелся, позорить, ходить – это не украшает ни тебя, ни твой народ. По крайней мере, никогда не было. Я не знаю, что случилось с людьми в 21 веке. Кто женился, кто развелся. Это нужно обсуждать в пабликах, где 40, 50, 100 тысяч человек. Причем сохраняя это видео, раскидывая это видео. Это пагубно влияет на весь Нохчи народ. И потом начинает говорить, что там Нохчи Иштбуй, Нохчи Иштбуй. Это касается каждого человека. Будь он дагестанец, будь он там осетинец и кого угодно. Не надо в чужом, как говорится, грязном белье лазить. Тем более, если у тебя какой-то исторический паблик. Я не знаю, люди уже начали какие-то моменты уже указывать, что аж, я не понимаю, то ли это история ты рассказываешь, то ли ты какой-то бабский паблик открыл, извините за выражение, где скандалы, склоки, какой-то Малахов ТВ получается. Ну, будьте выше этого. Я это говорю представителям всех, кто там меня слушает и кто понимает. Зачем вам это все? Зачем оскорблять, унижать? Вот так-то. Давайте задавайте вопросы, а то пока мы не отключились, у меня не так уж много времени. Я пытаюсь каждый день по 1 часу проводить эфир, но не всегда все получается. Брат, я в YouTube там досмотрю. Удачи, конечно. Можете в Ютубе, можете в Инстаграм, разницы нету. У нас трансляция идет сразу на всех каналах, поэтому с этим проблем нету. В социальных сетях. Послушайте, это не пахнет национализмом или нацизмом. Вопрос не в этом. Это не национализм, не нацизм. Это ты просто пытаешься изменить лучшую сторону. Пешхову. Мува башлам, мокшел, мухил. Альхамдулилля, мокшел. Держусь. Дейну. Благо пешком здоровье добавляется. Чем больше хожу, тем лучше, наверное. Хотя кто много бегает, тот мало живет. Есть такая тема, да? Это сегодня я закинул. Друзья мои, давайте, у нас, конечно, есть еще 2 минуты. У нас есть небольшой еще трафик. Давайте я перезагружу и заходите все туда. У нас чуть-чуть у нас время есть. Пока у меня показывают здесь еще небольшое количество трафика есть, я перезагружу, и мы продолжим эфир. Я должен вам 30 минут, потому что я не в 11 зашел, как должен был, а непосредственно зашел я в 10:30. Поэтому я перезагружу, не теряйтесь, и отвечу дальше на ваши вопросы.
алейкум ассалам. Прошу прощения, но у нас, к сожалению, не так много времени. Через каждый час отключается. Нахшмахку Аллах рез хил, он башла масар нахил, Аллах рез. Да, я там бойрой масараха. Нахчи бусул омаха, нахчи омаха. Бусул бшнахаха, нахчи омаха. Не ищет, то мои ошибки же всегда любят ништячки эти нординские. Каждый раз проверять, исправлять. Аминь. Ну, чтобы ты знала, ты переживала, что 18 или 10 человек в первом часу, первой части нашего эфира, к нам в эфир зашло 371 человек. Вот сколько одновременно их было в эфире, Аллаху алям. Но факт остается: 371 человек, охват за 1 час. Неплохо, с учетом того, что это 12 часов ночи или первый час ночи. Поэтому пытаемся, делаем все, что можем. Вот. Задавайте вопросы. Если остались в прошлый раз вопросы, которые я не ответил, Ибрахим, задавайте. Отвечу. Просто я иногда, когда начинаю говорить, меня, как говорится, несет очень далеко. Я забываюсь даже ответить на все вопросы. За это прошу сразу у вас прощения. Надо чуть-чуть разминать немолодые кости. Все-таки. Ух ты ж. Старость, не радость, молодость, гадость, вот что. Так что люди ходят здесь, сзади останавливаются, парковка, удивляются, смотрят все. Рассказывают там историю, культуру, я не знаю, что угодно. Голова отдыхает, волосы длинные были, они мне мешали, поэтому сегодня сделал прическу, аж блестит. Поэтому и что лучше. Ну, Дерез Хил. Огромная баркала всем тем, кто Башлам тебя смотрит со всего мира. Секрет. Всем моим подписчикам со всего мира огромная благодарность. Всех люблю, ценю, уважаю. И надеюсь, конечно же, на то, что мы друг другу приносим много нового, полезного. Прическа, да, называется «Нас бомбили, мы спаслись». Прическа такая, знаешь, самое хорошее в этой прическе — ты минимум затрат на шампуне. Намочил тряпку, прошелся, все, и голова блестит, как говорила тетя Люба. Поэтому все нормально, все будет хорошо, поэтому задавайте вопросы, которые я не ответил, если были такие. Зерони, итальяно. 371. Это те, которые были в Инстаграм. Одновременно на других площадках, сколько их было, 40, 50, плюс-минус, еще добавьте. Нахчи, ассаламу алейкум. Мы очень часто платили сах сюли. Это по мусульманскому слабому платить саха. Может быть, сюли перепьют. Ну, я об этом и говорю. Кстати, это, конечно же, нахчи. Мы сейчас смеемся, но на самом деле Дубровин об этом написал. И Хасан Бакаев в своих передачах говорил тоже об этом. Я слышал после. Пишет, что 40 дней в плену, кажется. Он рассказывал, как многие сюли приходили просить из-за своей бедноты, и ночью многие платили им садака. Как это восприняли, я не знаю. Вполне возможно. Ассаламу алейкум, башлам ассаламу алейкум.
И всем братьям-мусульманам ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Вот. Хабиб меня как-то поправил или исправил, сказал, что каждый тейп у чеченского народа был сильным. Хабиб, как раз таки об этом я и говорил. Я, несмотря на то, что маленький тейп или большой тейп, в моем понимании нету такого, что он был слабым, один был другой сильным. Нет, конечно. Кто-то был большим тейпом, кто-то был меньшим тейпом, но все они в мужестве, храбрости, в стойкости были сильными. И это показало многим людям, показали во время депортации. Вот. И достойные сыны Нохчи народа стойко перенесли все эти тяжести, высылки, которые были синициированы проклятым Сталином и Берией. Поэтому тот представитель, ни один из чеченских тейпов не может считаться слабым, кто пережил высылку. Язык не повернется. Ва алейкум ассалам, ЧССР. Поэтому я никогда такого не говорил. Ну да, всегда было так. Гелесханов. А те, кто кричит, они дебилы, которые пытаются вас задеть. Я не понял, о чем речь, конечно. Это, походу, не ко мне. Штама, что. Один брат должен был приехать еще в часов 10. Не приехал, но ничего. Хошел вот в Европе. Чи и СССР ваша хасхита вор, но пока положение башликят свое финансово. Но надеюсь, что есть такая задумка проехаться по Европе по мере возможности соединить с хила. Эту хила ору данула. Чуть сверху прочитай Башламбах. Что там было? 60 человек на ютубе. Ютубовская братва. Салам маршал душу. Всех люблю, ценю и уважаю. Так, вроде я все прочел. Прическа. Прическа Алязин Госун, куда после прическа с Чечни. Не знаю. Так. Наверное. Нохчи сих диеб диезвой. Амир, да, абсолютно согласен с тобой. Деба, даха, деша. Ассаламу алейкум, вежри бах, алейю касас. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату. Тханваш алейюв касаа. Меня не забудь, брат. Да я бы с радостью. Ханкартанте шейкой мухтасар дартиш. Чи СССР 24. Ваша Сакартанте. Это знает Ибраим Бошуев, чуа Светани админуи. Ну вот он знает по этой теме. Так, конечно, Ибраим Цюнцани связать-то этим подсказать, знаешь? Это, к сожалению, день рождения раз в году Бяхчини Дайна. Благодаря великолепным санкциям, поддержкой с Европы, сейчас можно только по каким-то тайным тропам. Конечно, мы с Ибраимом сделали их доступными, но через YouTube их можно отправить. Есть там программы, которые можно задонатить, и они могут отправить. В основном через YouTube. Через Instagram, как раньше, маловероятно. Ибрагим, объяви, как с Европы донатить. Окей.
Да. Почему? У меня есть, я сегодня был в адыгской футболке зеленой. Кстати, сегодня вроде бы столетие, да, образования Адыгеи отмечали. Наших братьев адыгов поздравляю от всей души со столетием образования республики, кажется, Адыгеи, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Да, с Европы, да, здесь-то внутри России можно спокойно перевести, а в Европе, с Европы можно через определенные программы, а он уже проходит, без всяких санкций доходит до Donation. Donation Alerts, конечно. Ну вот, Ибраим закинул, к сожалению, по-другому. Башлам, а где футболка с флагом адыгов? Джафар, футболка дома, то я ее настолько часто одеваю, что многие меня начинают упрекать, что у меня как будто нету. У меня очень много футболок разных, но я пытаюсь как-то потихонечку делать так. Да, кстати, вот есть... кто живет в Германии и в Европе, есть вот немецкая карточка с номером. Можно на нее задонатить, это дойдет. Это мой родной дядя, живет он в Германии. Так что Соуч сагаттелишу маспут белла хаат шуалас. Сагаттела массу, ой, подписчикшна, мой вежрешна. По всем скучаю, переживаю. Честно сказать, в последнее время было очень мало. Башлам бюстикюэл. Дал юзил или дал юзил. Масерга салам маршалду. Черту мечу гушмоваться. Черту тоже. С Черту мы сегодня встречались. Черту тоже красавчик. Муша. Алхамдулилlah, держимся. Дигду Ибраим. ЧИСР. ДРС Хилоша. Я не знаю, смог ли ты задонатить. Даже одно твое желание за то, что ты захотел, изъявил желание и сказал это. ДРС Хилон дал духвахуаль, дал сахдуаль. А я это не доната. Черту волшу, черту связи, а черту мы встречались. Наоми, привет, добрый вечер. Да чтоб тебя... Короче, надо время от времени вставать, а то все ноги затекли. Что-то вот так вот. Раз, че. Слушайте, ну, я не знаю, я вообще-то давно не смотрел твой эфир, в Инсте всегда смотрел. Ну, после этих санкций мы эфиры делали в Ютубе, в Телеграме. Многие знают это. В Телеграме проводим, когда если кто-то изволит желание провести дебаты, там можно это сделать. А так в Ютубе эфиры шли. Все наши эфиры сохранены. Можете зайти, посмотреть. Видео есть. Всех подписчиков, у которых есть YouTube канал, и даже если нету, сделайте себе канал, подпишитесь, нажмите на колокольчик. Те, кто с Европы без VPN, если в России живут через VPN YouTube, посмотрите, это очень поможет нашему каналу. Так что YouTube у нас есть, и мы работаем безотказно. Башлам с юхонч о юх желаний, но не могу. Машу рез. Бигду. Хорошо, что у тебя есть желание, но нету возможности. Это не зависит от меня, Хабиб, ты прекрасно это знаешь. Вечером я всегда свободен. Всегда, если я живу и на ногах. Где пропал, когда к нам, Наоми, честно не пропадал, всегда здесь, всегда на связи. Ну, за санкции, ты знаешь, была проблема выйти эфир, через Инстаграм выкидывал. Сейчас появилось небольшое послабление, и мы можем зайти, как говорится, и работать. Вот. Когда
Не знаю, честно, Наоми. Постараюсь. Вот сейчас вроде паспорт есть, но посмотрим по возможностям. Может, приеду, может, проедусь, так сказать. Конечно, хотелось бы. В Телеграме неудобно, там комменты нельзя писать. Да, там в основном голосовые. В Ютубе канал Милхнагю, ЧССР. Ибраим, в Ютубе ссылку скинь на Ютуб. Точно так же башлам, точка, 3 девятки ставишь и лайв, лив напиши. И есть канал, вот сейчас Ибраим скинул. Все, кто не подписан через YouTube, подписывайтесь. Это, по крайней мере, оно не под санкциями. И пятница, суббота, воскресенье мы постараемся проводить наши эфиры. Так, конечно же, и днем постараюсь, если что интересное. Ну, вот, как говорится, так. То, что есть, то есть, короче. А так, чем не романтика? Прохладно. Дома, на улице проводишь прямой эфир. Просто башлам напиши, сразу канал выдает. Ну, тоже может быть, я не знаю. Мы его сделали недавно. Нас там не так много. Надеюсь, что понемножку наберем. А в Инстаграме у нас обширная аудитория. У меня завтра в Берлин рано. Я в личку написала номер новый. Спокойной ночи. Все, да, он не спал. Понял, зафиксируем. Обязательно. Бюстехалёвый. Так. Так что приглашайте нам все больше и больше представителей нашего народа, кому интересно история, география, культура, адаты. У нас очень много всего интересного на самом деле. Просто многие думают, раз исторический паблик, то мы обязательно только про историю. Нет, мы современные вполне люди и общаемся на разную тематику. Делир салам маршал хил массарна. О чем глаголем сегодня башлам мич урубах ахосо за граном донна зароне. Посмотрим за границу, наверное. Поедем, возможно, поедем, проедусь, если будет по мере возможности, будет возможность. Постараюсь. Делир хил башлам вой истории, колякаровой истории. Да, Аллах. Несмотря на то, что мы сделали почти что 10 тысяч постов, без малого, да, об истории, о тайпах, о нашей географии, о опровержении лжи, которые говорят о нашем народе, мы еще очень много интересного оставили впереди. Так что я надеюсь, вам будет очень интересно и очень важно. Башлам, в ЧГУ историю не преподаешь? Нет, я не преподаю историю в ЧГУ. Я заканчивал Чеченский государственный университет. Закончил на красный диплом исторический факультет. История, юриспруденция, история. Соити ма вагаршу. Дела шу шедеш дарик проблемы. Возможно, скольчаем. Дуска милхила башлам. Дуска саасун. Честно, не знаю. Может, я как-то пропустил. Сейчас я, по крайней мере, не помню, о ком ты говоришь, Дуск Милхил. Ваши хот ничего увез, кест. Хот ничего увез. Хот ничего уру, иншалла. Но сейчас я пока без колес. Самая большая проблема у меня то, что я без колес. И, конечно, не знаю, что Аллах сказал. Навряд ли до конца этого года я смогу их как-то завести, поэтому мое передвижение очень ограничено. Я хотел в этом году, конечно, объехать горные части многие нашей Чечни. Поехал только в один район в основном, и это меня очень удручает и очень-очень не радует. А так много нужно было записать, рассказать. Ну что поделаешь, башлам, было бы хорошо, если нашу историю разложили бы по полочкам определенных периодов. Об этом многие говорят, было бы хорошо, но никто этого делать не хочет.
Да, конечно, есть какие-то представители Академии наук, которые, если их спросить, они все это делают. Но что касается именно донести историю с точки зрения социальных сетей, доступным, небольшими монолитными текстами, маленькими, это очень трудоемкая работа. Поймите, это не всегда так просто доставать информацию. Порой многое нужно просто-напросто покупать. Техническое и все остальное. Когда ты это рассказываешь, как вам сказать, незаконно рожденные утырки, и которые могут только словоблудием заниматься, начинают тебя упрекать в том, что вот задают люди вопрос, ты им отвечаешь, что есть вот такие-то технические проблемы, что нужно это, что нужно там книги, карты, все остальное. Тот, кто этим не занимается, сразу воспринимает это. Да нету этого. Посмотрите, все, кто бы ни жил, какой бы блогер, историк или кто-либо, какой бы блогер ни жил в этой сфере, благосфере, он живет за счет поддержки донатов или спонсоров, которые появляются. Если кому-то нравится, кто помогает, только за счет этого живет. Нету государственного финансирования. Вы знаете, что по территории Российской Федерации запрещена рекламу делать нельзя каким-то большим компаниям, которые бы платили тебе. Если делаешь рекламу какую-то внутреннюю, то они ищут такие паблики, которых 150-200 тысяч человек, и они там заказывают рекламу. То есть на рекламе тоже ты не сделаешь. А как эти люди должны делать? Со своего кармана покупать книги извините меня, за 1000, 2, 3, 4 тысячи книги стоят. Некоторые книги есть, которые за 15 тысяч. Невозможно это все делать. И люди не тянут это. Блогеры молодые не тянут и забрасывают эту работу. Все говорят, нужно историю рассказывать, нужно культуру. Да, нужно. Да, нужно помогать, да, нужно рассказывать о родном языке, да, нужно продвигать на Нохчи мультфильмы, да, нужно Нохчи Муат продвигать, географию, это все нужно. Все знают, как это говорить, нужно. Но это очень тяжело, это не под силу, поймите. 2, 3, 4 часа износ очень сильно бывает техники. Очень. На андроиды вообще умирают быстро. На айфонах-то еще более или менее. Моему айфону, вот этому айфону, с которым я с вами говорю, уже 5 лет. Столько все социальные сети есть, на все ролики отправить, тексты, исправлять каждый раз, отвечать на комментарии. Он просто умирает от износа. Он же не просто для звонков. Ты людям объясняешь это в своих эфирах, какие-то утырки за спиной обсуждают, Walлахи, биллахи, таллахи, дать, сун, саун, юштать. Аллах дал риск, Аллах турдусу. Но для работы этой, даже книги, карты, многим ребятам я это рассказывал. При живой встрече, когда ты им говоришь, купи мне вот эту, 3 карты и 3 книги, вы не представляете, какую сумму это выливается. И не тянет, ни студент не потянет, никто. Если у тебя какой-то свой бизнес, и ты ведешь параллельно со своим бизнесом, еле-еле ты можешь это потянуть. Еле. Я знаю, которые даже бизнесмены не потянули в свои паблики. Каждый ролик, в день, если ты 5, 6, 7 или 10 роликов, это не так просто. Поймите, это огромный труд. И трудно человеку заниматься этим, не бросая. Вы занимаетесь своими делами, вы зарабатываете. Альхамдулилlah, дала изернашка, миллион, евро, доллар, хулилшу, валлахи, сунок, дачу. Но когда вы говорите, почему у нас мало увлекаются там историей, это не увлекаются, потому что на это нужно тратить время, на это нужно тратить деньги, и тебе за это никто ничего не платит. На голом патриотизме гайца дуз, эйо хумаца иесо, хаст эйо хумамаля, арваламаля, цанаугамаля. На все это нужны деньги. Вы это и без меня знаете. Точно так же для работы, чтобы систематически выкладывать, ездить в архивы, получать или с архива купить информацию, карту купить. Просто электронную карту сколько стоит, посмотрите. Минимально одна карта стоит 3000. А если у тебя 200 карт тебе нужно? Есть карты, которые стоят 5000, 10, 20, 150 тысяч карты есть, которые стоят. Эти разные. Зайдите, антикварные карты, посмотрите. Везде, где есть Нохчи, и ты же хочешь это достать.
И ты прибегаешь к разным хитростям, скрины делаешь, фотографируешь. Но и есть люди, которые больше старшее поколение, кьетуш, но они не знают, как помочь. То есть донейшн отправить они не умеют. А молодые, которые умеют, не имеют возможности. А тот, кто и не молодой, и не старый, средний возраст, и имеет возможности, он считает, что да, конечно, в ресторане ты можешь 20, 30 тысяч, 40 тысяч потратить. Я знаю, ты крутой чувак. Но однако, когда вопрос затрагивается тебя, твоего тейпа, твоего села, твоего народа, ты это как-то игнорируешь там. Разные политические системы, тебе может понравиться, не понравиться. Ты радуешься, зловредничаешь. Но это рано или поздно задевает и тебя, твою сестру, твою мать, твой тейп, твое село. Потому что без своего народа ты никто. А помогать таких меценатов, да, есть в других обществах, народах, есть определенные меценаты, которые очень хорошо спонсируют. Они спонсируют не только свою историю, но спонсировать даже нахуй. Валлахи, биллахи, талахи бу. Войниш, боуза, войн царь гулил духа, войнахал садака. Поэтому нужно ли историю? Конечно, нужно. Нужно историю по годам, нужно книги печатать, нужно продвигать ногчи, муат, историю, все нужно. Нужно говорить о каких-то проблемах, которые мы можем вместе решить. Ну, нужно, важно. Как это сделать? Я знаю, как вы должны понять. И вот то, что я сейчас веду эфир, вот эти же стримы идут и Facebook, и на Twitter, и ВКонтакте, и везде, и в Телеграме. Все социальные сети уходят эти, кроме ТикТока и Одноклассников. Ты пытаешься, чтобы максимально люди знали об этом. Да, люди благодарят, но через какой ты труд проходишь ради этого? Извините, единицы знают и понимают. И я вам сейчас не жалуюсь, я вам говорю реальную картину. Потому что очень многие блогеры, которые были с нами, шли вместе с 2018 года, они ушли. Как в этой песне, они ушли. Почему? Потому что одновременно шилелу это нужно стальные, как говорится, нервы и неплохой, по крайней мере, бюджет. Ладно, ответим на вопросы. Извините, что так эмоционально все. Башлам, правда ли, что в РФ платных стримов не будет? Я не знаю. Если нету ли, я не знаю, честно, что не будет платных стримов. Это маловероятно. За интернет тебе платить нужно. Платные стримы. А как это платные стримы? Я не знаю. Я никогда не делал платные стримы. Я оплатил за то, что там трафик нужно купить, все остальное. А так не знаю. Так. Кузах войн историт яхбал бяш Хасан бакая уцуо чо дик болхбо кест кел тептерду ардер диесчун. Хасана Бакаев аса Хасан Бакаев один из самых лучших на сегодняшний день историков. Особенно той истории древности, которой занимается. Для меня, я говорю свое личное мнение, один из самых сильных и авторитетных историков. Я читаю его статьи, я беру очень много у Хасана, учусь у Хасана. Хасан — это старая советская школа, он профессионал своего дела. Все книги, которые он напечатал, мы или покупаем, или скидываемся, набираем, зачитываем. Великолепные его ссылки. Его книгу все могут сказать в Ютубе. Я зачитываю, многим ставлю в качестве примера, информацию беру. Хасан — это такой мега-монстр, который в нашей истории, который один из последних держится, который, несмотря на какие-либо политические нюансы, там туда-сюда, он красавчик. Я его рекомендую, я его книги читаю, материалы использую, он ведет свою работу, и мы его поддерживаем. Самое главное шикара, не знаю, но шикаройцы,
проявили желание, повезли, показали, все рассказали. И для меня это очень важно, потому что Шаар Ваймуак – это один из очень стратегически важных. Шаар Эбер Ваймуак и Шимуака, Лербаби Шимуак Буч, потому что там есть моменты, когда на определенной территории этих двух районов претендуют некоторые нарнийские историки, не считая уж об этом. Башлам Брагурны основания Мацхалю. Бароне, если я не ошибаюсь, у него эта местность, кажется, первая половина 19 века Юмяцун, или вторая половина 19 века. Где-то вот на стыке первой или второй половины 19 века Брагуны. Ну, с какого века наша история известна? Наша история известна с 3-1 тысячелетия до нашей эры. Частями. Не вся, конечно, но частями. Джамирзаева очень хорошая книга есть. Башлам, ассалам алейкум. Первое государство Нохчи когда было и как называлось? Считается, что было Сим-Сим. Государство... Вот, века это... Если я не ошибаюсь, то во время где-то 3 век, 4 царства. То есть это период. Жду, но надо это тоже как бы, то есть насчет мультика про шейх Мансура у меня есть идея, я сделаю это. Иншаллах, Ибрахим дал это. Друзья, я пытаюсь быстро ответить. Почему? Потому что у нас остается очень мало времени. К сожалению, у меня осталось только минут 10-15, я постараюсь быстро вам ответить, поэтому Тхуна 300 шо долуш карт цадвяхкар раскачу нохчи махт яхбулуш. Мне позвонил один брат, он рассказывал, что в Турции армяне приносили ему карту, 2 карты. Карты были 19 века по 10 тысяч долларов. За 10 тысяч долларов принесли, он рассказывал. Церковь была, но он рассказывал, что он не знал значимости и важности этой карты. Если бы я знал, я бы купил электроцу. Из-за тайпан дышный вармяцун. Он связывался со мной и разговаривал. Цу карта я нохчи чу йокью сюли муах дирбент гинасуни карта. Она есть у нас, книга есть такая, которая продается еще. Мне тоже нравится Хасан. Я и считаю, что он делает весомый, большой вклад делает. Не просто весомый, а большой вклад делает. Но скептики из мира науки любят подчеркнуть, что у него нет академической степени. Чтобы отпала эта критика для формальности, доучился бы. Ну, я считаю, что по сравнению с теми, кто любит говорить об академической степени, по крайней мере, пускай хотя бы половина сделает то, что он смог сделать, а тогда то после этого говорят о том, что позволительно или непозволительно. Поэтому я очень сильно, не знаю, ладно, не буду я осуждать, но Хасан очень насчет научной степени можно тут еще поспорить. Он заканчивал исторический факультет, у него очень хорошие монографии, публикации есть. Я говорил с докторами наук, я говорил с профессурой, которые не столько известны, как многие пафосные, которые любят себя показывать, там, СМИ или не СМИ. Они полностью поддерживают Хасана Бакаева и говорят, что его работы великолепные и очень хороши. У нас на сегодняшний день я не видел никого, кто бы занимался бы историей на данный момент, который занимался бы историей конкретно периода, который занимается Хасан. В основном это, в первую очередь, это история до нашей эры, Хуриты, Урарту, вот все, что касается вот этого периода, очень важная история. Да и остальные моменты, которые даже он находит, они великолепные. Поэтому, не знаю, каждому свое.
Вот мне нравится Хасан Бакаев, мне нравятся работы Иляса Сигаури, те, которые были сделаны. Новых книг я его достать, к сожалению, не смог. Вот, поэтому, ну, почитайте книги, сами поймете, кто пишет историю о нашем народе, а кто приносит больше вред, нежели чем историю. Надо смотреть объективно и говорить как есть. А если говорить как есть, пока, по крайней мере, я не видел ничего подобного, то, что смог сделать Хасан. Вот. Ибраим, к сожалению, остается все меньше и меньше времени. Я попрошу тебя, чтобы не забудь в этом поставить нормальную там заставку в Ютубе, когда будешь сохранять ролик. У меня просто возможности нету. Боюсь, что просто-напросто сейчас прямо во время дискуссии может отключиться эфир. Ну, будем держаться, пока не отключилось. Хасан Бакаев, история Хаусиш Бехаш Кич Омахнах Баскуза Доцег Шен Гучтахцу. Ну, Хасан, еще раз, сегодня никто не может поставить почти что ни одну работу Хасана Бакаева. Никто. Ни Сюли, ни Галга, ни другие какие-либо народности. Поэтому уважаю, ценю его работы и вижу, как профессионально они сделаны. У меня нету никаких... Есть некоторые моменты, с которыми я не соглашаюсь с ним, но к его работе, как таковой, претензий у меня нету. И быть не может, потому что кто бы что ни говорил, кто бы что ни делал, по крайней мере, то, что смог он написать и сделать, я на сегодняшний день никого не вижу. Говорить, конечно, можно много, высказывать пафосные речи тоже можно, но это мега-монстр, честно сказать. Согласно с тобой, Хасан трудяга дал эту бойл масера шукома уматдю ахюкшер. Амин до назарони. Амин, амин, амин. Масера вайком дю ахюкш болчер. Аллах дал си дуэл дал эту бойл. Если мы своих представителей своего научного мира, истеблишмента, своих историков будем обсуждать с высокомерием и рассказывать и говорить о каких-то академических его заслугах, к сожалению, с высокими академическими названиями многие люди даже не сделали и 10-ю степень, 10-ю часть того, что сделал Хасан. Не напечатали ни одной достойной книги, кроме той книги, которую они считают, взяв просто-напросто, переписав там или здесь. Ладно, я никого не оскорбляю, никого не обвиняю ни в чем, но и неправильно будет кто-либо или что-либо, который начинает печатали ни одной достойной книги, кроме той книги, которую они считают, взяв просто-напросто, переписав там или здесь. Ладно, я никого не оскорбляю, никого не обвиняю ни в чем, но и неправильно будет кто-либо или что-либо, который начинает говорить про Хасана,
не считают, взяв просто-напросто, переписав там или здесь. Ладно, я никого не оскорбляю, никого не обвиняю ни в чем, но и неправильно будет кто-либо или что-либо, который начинает говорить про Хасана,